Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и главными санитарными врачами республики проект рекомендаций по организации работы объектов отдыха в случае открытия абхазо-российской границы. После подписания рекомендация будет передана в Министерство туризма для последующей рассылки. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Как было отмечено на встрече, на днях в Абхазию прибудут коллеги из Минздрава России и Роспотребнадзора для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в республике. Кроме того, российские коллеги в случае необходимости окажут поддержку Минздраву Абхазии. Речь идет о специалистах, препаратах, расходных материалах и разработке маршрутизации возможных больных ковидом. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 20 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и 1 пациент умер. Коллективам Государственной миграционной службы и информационного агентства «Апснепресс» представили новых руководителей. Миграционную службу Абхазии возглавил Рамин Габлая, а «Апснепресс» – Манана Гургуля. Репортаж Сари Кварцхеля. Прежде чем представить Рамина Габлая, Беслан Джопо поблагодарил коллектив за работу, проведенную совместно с Андреем Бобо. Первый вице-премьер добавил, что новый руководитель имеет большой опыт работы в силовых структурах, деятельность которых связана с миграционной службой в том числе. Политика миграционная, которая проводится в государстве, она проводится на должном уровне. С вашей помощью, с вашим коллективом пройдет слаженная работа и будет продолжаться та политика, которая была в сфере миграционной. На днях откроется, естественно, граница, и мы вместе с туристами, конечно, получим на своей территории тех мигрантов, тех неграждан Абхазии или иностранцев, которые подходят по вашу структуру. То есть придется, естественно, в других режимах работать. Со словами благодарности за плодотворную совместную работу к коллективу ведомства обратился и экс-руководитель миграционной службы генерал-майор Андрей Бобо. Он пожелал бывшим коллегам дальнейших успехов. Мы, совместно проработали 8 месяцев, но за эти 8 месяцев мне было работать комфортно, удобно. Благодарю за службу, желаю вам удачи. Я как друг, товарищ всегда буду рядом. Что касается нашего Рамина Зауровича, с этим человеком мы близкие, я могу сказать, более мы очень близкие, родные люди. Как говорится, в добрый путь, удачи на новом поприще. От имени коллектива слова благодарности в адрес бывшего руководителя выразил заместитель начальника миграционной службы подполковник Эдуард Гамисоня. Отмечая значимость работы ведомства, он пожелал удачи новому начальнику. Рамин Габлаев в правоохранительных органах Абхазии с 1989 года. С 2010 года был первым заместителем министра внутренних дел. В завершении встречи Рамин Габлаев сказал, что намерен наращивать показатели эффективности работы ведомства. Знакомство с новым руководителем прошло и в Государственном информагентстве «Апснепресс». Манана Гургуля, конечно, не нуждалась в особом представлении. Она в числе тех, кто стоял у истоков создания организации. Главная идея, для чего создано агентство – создавать информационный продукт, качественный информационный продукт. И поэтому, безусловно, у Мананы Михайловны остается прежняя задача, то есть обеспечить творческий процесс бесперебойный, а у правительства задача создать максимально комфортные технические и иные условия для того, чтобы вы реализовали свой профессиональный долг. Я действительно не вхожу в одну и ту же реку. Может быть, по названию она остается той же, информационное агентство «Апснепресс», но за эти 5 лет здесь сформировался новый молодой коллектив. Работая тоже в информационной сфере, я следила за тем, как вы работаете. Мне кажется, здесь есть достаточно большой творческий потенциал, молодая сила, энергия. И я очень надеюсь на то, что нам удастся найти нормальный, человеческий, профессиональный общий язык и работать на общее дело. Манана Гургуля возглавляла Апснепресс с 2003 по 2014 годы. Она учредитель и директор информационного агентства «Абхазия Информ». Сария Кварцхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
Вопросы развития двустороннего сотрудничества Абхазии и российской столицы обсудили на встрече в Москве министр иностранных дел Даур Ковя, посол Абхазии в России Игорь Ахва и помощник президента Абхазии по стратегическим коммуникациям Ринат Карча с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Стороны отметили обоюдную заинтересованность в реализации совместных проектов в различных сферах городской экономики, туризма, транспорта, информационных технологий, образования, культуры. Стороны также обсудили возможное проведение Дней Москвы в Абхазии осенью 2020 года, если это позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. 17 июля в преддверии празднования 41-й годовщины сандинистской революции в Республике Никарагуа по инициативе МИД Абхазии состоялась видеоконференция с послом Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альбе Асусене Торрес Мехия. Ираклий Тужба от лица МИД Абхазии поздравил посла и весь никарагуанский народ с предстоящей знаменательной датой, а также поблагодарил его за личный вклад в развитие и укрепление абхазо-никарагуанских отношений. В ходе видеоконференции Альба Асусена Торрес Мехия официально представила почетного консула Республики Никарагуа в Республике Абхазия Алиаса Хашба, отметив его профессиональные качества и выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Абхазией и Никарагуа. Почти во всех районах Абхазии, за исключением Гулрыбшского и Галского, обязательства по выплате абхазской пенсии за июнь месяц выполнены. Как сообщил председатель Пенсионного фонда республики Денис Гулария, в Гулрыбшском районе выплаты начнутся уже в понедельник, 20 июля. До конца следующей недели будут выплачены и пенсии в Галском районе. Как сообщалось ранее, из-за снижения темпов пополнения бюджета фонда начисления абхазской пенсии сдвинуты на неделю. Именно по этой причине они выдаются с такой задержкой. В рамках проекта «Интегрированная защита растений посредством полевых фермерских школ» продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с неправительственной организацией «Движение против голода» передала абхазским фермерам новое сельскохозяйственное оборудование. Подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН помогает развивающимся странам модернизировать аграрную отрасль и решать продовольственные проблемы. Недаром ее девиз в переводе означает «Да будет хлеб». С сентября 2019 года по инициативе организации в Абхазии появились обучающие полевые школы для фермеров. Сегодня всем школам были подарены новые комплекты сельскохозяйственного оборудования. У нас в 6 районах Абхазии есть 18 полевых школ фермеров. И вот мы сегодня закупили оборудование для ведущих фермеров. Мы не проводим обучение через лекции, да, а мы создаем вот эти вот полевые школы фермеров, где ведущий фермер собирает вокруг себя из соседей 12-15 фермеров. И они учатся, как выявлять вредителей болезни и как находить решения, тестировать эти решения на демонстрационном участке. И в будущем применяются эти методы лечения. Каждый комплект включает 13 наименований. Это мотоблоки для обработки земли, прицепы к ним, опрыскиватели, секаторы и другой сельскохозяйственный инвентарь. Общая стоимость поставленного оборудования – $70 тысяч. Здесь несколько операций производят вот эти агрегаты, даже производят опрыскивание. Они все будут розданы по всем 6 районам, за исключением Галского района, потому что Галский район он отдельно получил по другой программе. Такие проекты – хорошая подмога для крестьян. Современная техника и улучшение практических навыков облегчают труд фермеров. Кроме того, проект дает знания о том, как бороться с болезнями и вредителями растений без применения химикатов и пестицидов. Эта организация нам помогает реально техникой, инвентарем. Ну, вообще любая помощь хороша для жителя, для крестьян. Техника это всегда облегчает, но именно вот, смотря тоже от местности зависит. Ну, горные местности там чуть по-другому, там больше труда надо. Потому что техника там особо не может работать, скажем, трактора там, а вот маленькая техника, она как бы лучше там пригодится. Проект «Интегрированная защита растений посредством полевых фермерских школ» завершится в 2022 году. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Видные абхазские и российские общественные и политические деятели, знаменитые артисты, телеведущие и спортсмены стали послами доброй воли Абхазии. В их числе Кесо Хакба, Милена Барциц, Беслан Эшба и Инал Габлия, а также Николай Басков, Иосиф Пригожин, Оксана Федорова. Благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии» объявило новый состав участников, в который вошли 20 человек. На пресс-конференции в медиа-агентстве «Спутник Абхазии» они рассказали о запланированных мероприятиях. Репортаж Алики Трапш. Артисты, спортсмены, государственные общественные деятели, бизнесмены и депутаты Госдумы. В новый состав послов доброй воли Абхазии вошли 20 человек. 10 от абхазской стороны и 10 от российской. Работа благотворительного движения направлена на создание позитивного имиджа Абхазии и поддержку талантливой молодежи республики. Совместно с администрацией города Сухум 25 июля мы будем проводить субботник. Также в августе пройдет благотворительный матч и благотворительный забег. Все вырученные средства будут направлены на помощь больным детям и малоимущим семьям. Сейчас одно из самых важных мероприятий, благотворительных акций, мы считаем популяризацией абхазского языка и абхазской культуры. Уже создан русско-абхазский словарь электронный, также абхазская клавиатура. И сейчас мы разрабатываем электронное пособие по Апсора. Новым членом благотворительного движения стал и актер Государственного абхазского драматического театра Кесо Хакба. Артист порядка 30 лет принимает участие в благотворительных акциях и сам лично не раз их организовывал. Конечно же, он с радостью согласился стать послом доброй воли. Вот занимаясь вот этой гуманитарными акциями, я понял, что человеческое взаимоотношение, если ты установил и в политике, и в экономике, в любой сфере, если ты установил человеческие взаимоотношения, сильнее влияющие для решения проблем нет. Одним словом, я с удовольствием буду делать все, что я могу, чем я раньше занимался в этом новом статусе. Новый состав, как и предыдущий, будет заниматься различными гуманитарными проектами в области образования, здравоохранения, культуры и спорта до 2023 года. Уже сейчас члены благотворительного движения приступили к своей работе. Николай Басков объявил о том, что он проведет благотворительный концерт в нашей стране. И тот же самый Иосиф Пригожин проведет музыкальный фестиваль на территории нашей страны. Уполномоченная при президенте по правам ребенка Российской Федерации Анна Кузнецова помогла с документами Олегу Бушеву по ускорению получения гражданства Российской Федерации. Вот Анатолий сейчас работает над электронным пособием по Апсору. Кесо Золотинскович планирует ряд благотворительных акций. Благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии» было создано московской абхазской диаспорой в 2017 году. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня направил приветствие новому составу участников благотворительного движения. Послы доброй воли Абхазии стали сообществом друзей Абхазии в России. Мы рады, что известные и уважаемые люди помогают нашей стране развиваться. Вы всегда можете рассчитывать на наши искренние отношения и гостеприимство, отмечается в частности в приветствии главы государства. Как отметил Аслан Бжаня, руководство Абхазии всегда будет оказывать максимальную поддержку всем благим начинаниям послов доброй воли Абхазии нового состава. Прошедшие на днях сильные дожди нанесли урон хозяйствам в селе Члоу Чемчирского района. Размыты дороги, смыло небольшие мосты, в результате чего некоторые дома оказались отрезанными от центральной части села. Как говорит глава администрации Члоу Аслан Сангулия, в селе надеются на помощь руководства района. Позавчера были дожди, в результате чего смыло дорогу. Также еще в 3 поселках довели до руководства района. В ближайшее время, думаю, устраним эту ситуацию. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью местами возможен кратковременный дождь, гроза днем, удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью 19-24, днем 28-33 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.